Протяженность реки Адзапш почти 5 километров. С виду достаточно спокойная речушка во время дождей выходит из берегов и затапливает дорогу в районе вокзала, частные дворы и дома. В прошлом году, например, городские речки несколько раз затапливали практически весь город, нанеся значительный урон домовладениям и городской инфраструктуре. Уже несколько месяцев сотрудники госпредприятия «Абхазберегозащита» ведут здесь работы по очистке русла, стараясь не повредить водопровод и электрические кабели. После расчистки камни, илы, мусор вывозят на свалку. Раньше этого не делалось, поэтому все, что вытаскивали на берег, с каждым дождем и малейшим поднятием уровня воды вновь попадало в реки. В этом году по комплексному плану мы начинаем расчистку от винзавода. Плюс прошлись в прошлом году, чтобы почистили тоже проблемные участки, которые вылезли после наводнений, тоже прочистили. И чистим ее до устья самой реки. На всех промежутках, где проблемные участки, будем ставить подпорные стены, ремонтировать. Есть места, где будем ремонтировать мостики и очищать полностью от всей растительности, от всего мусора. В Адзапш впадает другая речка – Гориквара. Она значительно меньше по протяженности, но там тоже идут работы, и они сложнее. Проблема в том, что у речки есть скрытый участок более 100 метров в длину. Он весь в бетонных стенах, и к нему вплотную пристроены гаражи. Экскаваторы подъехать вплотную сюда не могут, но расчистить туннель все же удалось. Специалисты попросту работали вручную, подручными материалами. Было закрыто полностью русло реки, накрыто плитами. И до самого устья в речку Адзапш оно было забито всеми этими мусором, который туда скапливался, наносами, ил, который пришлось полностью вручную вытащить. На данный момент было полностью очищено. Как говорят местные жители, русла рек не чистились более 30 лет. Из-за зарослей бытового мусора в воде просто некуда было идти. И она затапливала все дворы и дома. Я живу на Адыгейской, 2-й тупик, дом 5. Метров 4 от меня это проходит речка. И постоянно у меня вода, 1-й этаж затапливается. Я до сих пор не могу сделать ремонт. 16-й год это вообще был для нас катастрофический. Постоянное наводнение, постоянные дожди, это вообще ужас был. Мы думаем, что благодаря вот этой очистке этой речки, что вода больше не зайдет. Если уже совсем какой-то катаклизм не случится, а то так вряд ли что-то произойдет уже. Река Гориквара проходит вдоль жилых домов. Все годы на пересечении улиц Дзидзари и Дагестанская затапливала первые этажи 5-этажного дома. Но после того, как была установлена подпорная стена, проблема была снята. В прошлом году на данном участке была установлена подпорная стена, которая защищает дом 38 от затопления, который после каждого наводнения, после каждого дождя подтапливался. Во время проведения работ по установке стенки также почистили русло. Но основные проблемы – это коммуникации. Многие жители сами провели трубы все через речку. В многих местах провода низко находятся, дома. Люди поставили участки, когда продлили свои участки в русло реки, сделали застройки, надстройки, которые входят, которые нависают над руслом реки, которые мешают просто даже проходу техники. Что касается устья реки Басла, то здесь работа по очистке русла продлится до конца года. Уже после того, как вся территория будет приведена в порядок, специалисты приступят ко второму этапу – берегоукрепительным работам. Общая сметная стоимость работ составляет порядка 21 миллиона рублей. На данном участке производятся работы по расчистке русла. Они начинаются от 13-й школы и заканчиваются в районе железнодорожного моста. Протяженность участка составляет 1,2 километра. На данный момент ведутся именно работы по очистке русла. Работы выполнены примерно на 60%. Вывезено уже более 10 тысяч кубов. Также на данной речке предусматривается устройство подпорной стены длиной 140 метров по улице Ашхацава. Устройство 2 подпорных стен с левого и правого берега длиной 104 метра и длиной 90 метров.
Ведется работа и по очистке реки Сухумка. Ее протяженность почти 2 километра. По словам Дмитрия Цимцба, работы там выполнены процентов на 80. После того, как русло будет расчищено, приступят к укрепительным работам у входа в туннель по улице Гумская. А также будет возведена подпорная стена в районе дома номер 10 на этой же улице. Рената Шакай, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.